команда избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена будет рассматривать несколько вариантов наказания России за ее роли в масштабной кибератаке, которой подверглись ряд правительственных ведомств США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники и знакомые ситуации, пишут информационные средства. Речь может идти как о новых финансовых санкциях, так и о ответных мерах киберсдерживания. По словам собеседника агентства, команда избранного президента попытается наработать ответ, который будет достаточно сильным, но и не станет поводом для эскалации напряжения между двумя ядерными державами. Главной целью этих шагов будет создать механизм сдерживания и снизить вероятность будущих попыток кибершантажа, говорится в сообщении Reuters. Также стало известно, что избранный президент США Джозеф Байден понимает менталитет населения Украины и реформы, что поможет ему получать правдивую информацию о стране. Такую точку зрения привел в интервью The New York Times 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму разговора опубликовали на сайте офиса президента Украины. Давайте послушаем цитату Зеленского. Він багато працював з Україною. Він практик і розуміє менталітет, розуміє важливі моменти, пов'язані з реформами. Знаючи реформи в Україні, він розумітиме і зможе відрізнити реальну інформацію від фейків. Це дуже важливо, щоб не розірвалися стосунки між Україною та США. Важливо розуміти, що реально відбувається. І тому мені здається, що ось це розуміння новим президентом США реальності в Росії, в Україні, в Європі дасть велику можливість вирішення всіх конфліктних завдань. С нами сейчас на прямой связи Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, Байден уже президент. Что ждет нас, что ждет мир? Вопрос довольно общий. Но он еще не президент, он станет президентом через месяц. Да, инаугурация По крайней мере, состоится... коллегия выборщиков уже проголосовала за него. Да, но тем не менее неправильно говоришь, что он президент, потому что Трамп еще остается президентом примерно месяц. Что ждет мир, трудно сказать. Это зависит не только от Байдена, не только от Соединенных Штатов Америки. Это зависит от многих других факторов. Я думаю, что касается Байдена, то можно прогнозировать, что будет больше такой вот ожидаемости, вменяемости, ответственности, рассудительности с точки зрения американской роли в мире. Это точно мы можем ожидать. Но он все равно не властелин ситуации во всем мире. Америка не имеет гегемонии, поэтому далеко не все в мире зависит только от роли США. Угу. Ну вот если говорить об Украине, недавнее интервью, проанализировав недавнее интервью президента Зеленского The New York Times, где он сказал, вот, что Байден прекрасно понимает наш менталитет, он неоднократно бал в Украине, он понимает проблему Украины и так далее. Вот как вы считаете, вот Байден продавит ли наш политический класс на какие-то реформы в нашей стране, возможно, какие-то реформы с антикоррупционной системой? Будут ли какие-то существенные изменения с приходом Байдена? Ну, к сожалению, вы правы, что мы вынуждены так ставить вопрос, что почему-то наша политическая элита и политический класс делают правильные вещи только в том случае, когда их давят, когда их сильно толкают в определенном правильном направлении. Без этого давления, к сожалению, они этого не делают. Я думаю, что с американской стороны будет определенное давление в этом направлении. Но Байден лично, конечно, не будет заниматься Украиной, так как он теперь будет занимать пост президента. Посмотрим, кто в администрации будет непосредственно заниматься Украиной. Пока еще точной информации на сей счет нет. Но коль скоро Байден лично все-таки действительно в свое время хорошо знал Украину, то я думаю, как-то так вот общее руководство все-таки этой политикой осуществлять он будет. И точно можно предсказывать, да, что, конечно, торможение реформ и отсутствие борьбы с коррупцией – это не то, что американцам понравится. Я очень надеюсь, что вообще вся помощь финансовая, в том числе на безопасность, на оборону Украине со стороны США не зависнет в результате того, что в Америке будут разочарованы отсутствием этих реформ и этой борьбы с коррупцией. То есть все-таки стоит рассчитывать на то, что будет
Восстановлена должность спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине. У нас уже здесь будет постоянный посол Соединенных Штатов Америки. Вот нужно, вот как вы думаете, стоит ли на это рассчитывать, или же, возможно, все-таки должности даже того же спецпредставителя не будет? Ну, насколько я понимаю, дискуссии по поводу того, нужно ли сохранять должность специального представителя, продолжаются в Вашингтоне. И я пока не видел информации о том, пришла ли новая администрация, которая будет через месяц в Белом доме, к какому-то выводу по этому вопросу. А тут, конечно, нужно им оценить эффективность работы на этой должности Курта Уокера и вообще эффективность этой должности как таковой. Помогла ли она продвинуть к решению ситуацию к решению или нет? В каком-то смысле, может быть, да, но в стратегическом смысле нет. К сожалению, вся работа Курта Уокера может быть полезная, да, но она все-таки не позволила нам приблизиться к решению проблемы Донбасса и урегулированию там. А кроме того, эффективный фактор, человеческий фактор. Курт Уокер неплохо подходил на эту должность. Найдутся ли другие люди, которые тоже могут подходить на эту должность? Что касается посла, то здесь без сомнений, конечно, вам неплохо было бы после такого длинного интервала, отсутствия постоянного полномочного посла США в Украине, иметь такого постоянного полномочного посла.